Кубыз или коскан-крещ – это народный удмуртский смычковый инструмент. Играют на нем сидя, у него 3 струны, изготавливается из цельнодолбленного корпуса. Материалом может быть липа, осина, ольха, клен. Для деки также используется ель. Мелкие детали инструмента, такие как колки, струнодержатель, накладка, чаще всего делаются из дуба. Сейчас для струн применяются скрипичные и альтовые струны. Смычок из конского волоса. Ближайшие родственники кубуза – это коми-инструмент сигудек, марийский ияковыш, татарский кыл-кубыз и русский гудок. Для съемок использовался кубыз со встроенным звукоснимателем, однако звук записан на микрофон. Крещ – это удмуртский традиционный щипковый музыкальный инструмент, обычно имеет от 15 до 25 струн. Размер и количество струн меняется в зависимости от материала, от желания мастера. Нередко внутри креща устанавливались внутренние струны от 3 до 10. Скорее всего, они усиливали звучание и резонировали, натягивали деку, чтобы она не деформировалась под натяжением основных струн. Колки раньше были деревянные, дубовые, сегодня чаще всего используют металлические. Для изготовления корпуса могли использовать разное дерево, сосну, осину, ель, клен, а для деки использовалась ель. Пыш-крещ или маленький крещ – это относительно недавно реконструированный инструмент на основе костяной подставки из городища Эйднакар. Подставка датируется X-XII веками. Внешне корпусом пыш-крещ напоминает русские крыловидные гусли, ханты-мансийский санкултап или финно-карельский инструмент кантели. Может быть от 5 до 10 струн. Строй диатонический, но иногда
музыканты настраивают в пентатонику. Данный пышкрещ сделан из цельнодолбленного корпуса, материала липа, дека ель, колки дубовые. Вместо костяной подставки использовался дуб. Дымбыр – это удмуртский барабан с натянутой козьей шкурой. Существует односторонний дымбыр и двухсторонний. Корпус изготавливается из липы, ели, сосны, клена. Играют на нем с помощью двух деревянных палочек, в конце которых натянута нить или мех. Шулан – глиняная свистулька с несколькими отверстиями для игры, чаще всего изображается в виде птицы. В мире известна под названием окарина. Пу-шулан – деревянная окарина. Изготавливается из веток разных пород дерева. Игровые отверстия могут быть от 3 до 7. Вы увидите окарину из ветки сосны.
ужи-гумы. Название этого инструмента происходит из названия травы, из которого и делается этот инструмент. Это простейшая продольная флейта, где может быть один или два игровых отверстия, или вовсе их может не быть. Русское название травы – дудник, чернопалочник. В русской традиции из этой травы делают инструмент – калюка. Подобный инструмент можно изготавливать из дерева или из трубы, который потом обтягивается берестой. Быз – бесстремянская волынка. Может изготавливаться из бычьего мочевого пузыря или из кожи. Имеет одну игровую трубку и одну бурдонную. Раструб изготавливается из рога. А источником звука служит тростник, на котором расщепляется небольшой язычок длиной 3-4 см. Когда воздух проходит через этот тростник, язычок начинает очень быстро двигаться и создается этот звук. Если отдельно использовать игровую трубку, то этот инструмент в русской традиции называется жалейка.
темно